Сегодня я бы хотела поговорить о языках, конкретно о якутском и о русском языке, и о том, что с ними будет, когда Республика Саха обретет независимость. Приветствую всех, меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения за независимость Саха, и вы на канале движения. Очень прошу, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому и другим видео, прокомментируйте его. Это очень поможет продвижению нашего канала, но и вообще нашей работе. Спасибо вам большое. Самая основная мысль, вокруг которой я построю сегодняшнее свое видео, это то, что в независимом государстве, в Республике Саха, должен быть один единственный государственный язык – якутский язык, сахатыла. Если в 90-е годы мы пытались возродить свой язык, тогда, насколько вот мы все знаем, да, был всплеск национального самосознания, очень много людей вернулось к своему языку, и сейчас, благодаря этому, насколько я знаю, большая половина Саха знает свой язык, это примерно около 70%, если я не ошибаюсь, да, в подсчетах, то сейчас идет сильнейшая русификация. В школах практически не изучается якутский язык. То, что преподается в школах, это только родная речь и родная литература. Весь контент, все видео, все игры, да, все то, что в Ютубе дети смотрят, это все на русском языке. То, что сейчас производится в Республике Саха, например, переводятся мультфильмы на якутский язык, это очень хорошо. Есть аудиокниги на якутском языке, это тоже отлично. Свои фильмы и свои мультфильмы снимаются на якутском языке, это тоже очень хорошо. Но на самом деле этого мало для сохранения якутского языка. Поэтому дети, как многие отмечают, даже в отдаленных улусах, саха говорящих полностью, да, даже в отдаленных наслегах, дети предпочитают общаться на русском языке. Якутский язык, он употребляется на бытовом уровне, но детьми уже не так сильно и не так часто, как раньше. И это очень печальный факт, и этому нужно противостоять. Вообще в России русификация как процесс имеет давние исторические корни. Давайте будем говорить о Российской империи, да, и о советском периоде. Тогда русский язык использовался как основной язык для коммуникации между народами. Ну, он и сейчас используется, да. И этот процесс, он будет продолжаться. Процесс русификации будет продолжаться, несмотря на то, что, значит, правительство и сам Путин говорит о том, что они сохраняют национальные языки и заботятся о них. Как происходит русификация? Якутский язык уступает русскому языку в школах. Вообще во всех учебных заведениях, особенно в больших городах. В некоторых, значит, школах обучение ведется только на русском языке. Якутский изучается как предмет. И уровень владения якутским языком, как я уже говорила, среди молодежи, среди детей он снижается. В городской среде, в Якутске и в других городах основным, значит, языком делопроизводства, весь бизнес, практически все СМИ, все суды, это все ведется, значит, на русском языке, что как раз-таки влияет на то, что люди отдают предпочтение русскому языку. Они предпочтут говорить и писать и думать на русском языке, да, больше, чем на языке саха. В-третьих, я уже говорила о том, что весь медиа и интернет-контент – это русскоязычный контент, и он доминирует. И это тоже снижает потребность у людей говорить на своем родном языке. Хотя, конечно же, предпринимаются попытки по созданию медиапродуктов на якутском языке, но этого очень и очень мало. Дальше говорим о карьере и социальных перспективах. Русский язык для молодежи открывает больше возможностей, да, для образования и работы за пределами Республики Саха. Давайте признаем это честно. Это мотивирует молодых людей на то, чтобы учиться на русском языке, говорить на русском языке, писать на русском языке, для того, чтобы... И даже петь песни на русском языке, для того, чтобы построить свою карьеру. В Якутске у них и так нет перспектив.
перспектив. Да? Они и так уезжают, а еще и забывают свой родной язык. Это очень и очень печальный факт. Хотя многие говорят, что на якутском языке говорить модно. У нас везде, значит, продвигается культура наша национальная, везде орнаменты, и даже посуду вы можете купить с национальным орнаментом. Очень много песен выходит на якутском языке, но все равно этого недостаточно для того, чтобы сохранить язык. Тем более, давайте вспомним последний законопроект, который сейчас рассматривается и принимается в Думе, да, о том, чтобы, Иван Шамаев о нем говорил, о том, чтобы все таблички, все вывески, они с национальных языков переводились один в один на русский язык. Это тоже не способствует сохранению якутского языка, не способствует сохранению национальных языков. Это говорит о том, что русификация, она, значит, происходит и на политическом, и на институциональном уровне. Хотя это, конечно, не агрессивная политика, это не такой жесткий отказ от употребления, да, от использования якутского языка. Но мы видим тенденции, мы видим вытеснение нашего языка, якутского языка, на периферию. Он стал, особенно в больших городах, он становится второстепенным языком. И, конечно же, как не вспомнить изменения в Конституции, да, где сказано, что язык, русский язык – это язык государства образующего народа. То есть наш язык второсортный, мы, как его носители, второсортные люди. И я полагаю, что чем дольше мы будем находиться в составе Российской Федерации, тем сильнее процесс русификации будет происходить у нас. Наш родной язык рискует стать исключительно бытовым. Потом он перейдет в разряд умирающих языков. И если не будет новых поколений, которые будут носителями языка, которые будут на языке учиться и использовать его в делопроизводстве. Давайте теперь представим, что Республика Саха стала независимым государством. В Конституции будет прописано, что единственный государственный язык, как я уже говорила, это язык Саха. Русский язык будет изучаться как дополнительный язык, наравне, например, с английским или с китайским, или любым другим. Кстати, да, я бы еще хотела сказать, что ни в коем случае нельзя забывать языки коренных народов, которые проживают на территории Республики Саха. Языки коренных народов будут изучаться наравне с государственным языком. Государство должно будет всецело поддерживать языки коренных народов. Должны будут прописаны образовательные программы на языках на эвенском, на эвенкийском, на долганском, на юкагирском, на чукотском. Должны быть у нас в Республике Саха школы, в которых дети будут обучаться только на своих родных языках. Какие перспективы? Да? Если якутский язык станет единственным государственным языком, то восстановление нашей идентичности пройдет намного быстрее, состоится намного быстрее. Давайте отметим для этого несколько ключевых факторов. Что мы должны будем сделать? Да? Во-первых, первый фактор – это время. Для восстановления полностью на всей территории якутского языка, чтобы все люди заговорили, значит, на якутском языке, нам нужно несколько этапов. Вообще, в общей сложности я вижу это 30 лет, да, для того, чтобы полностью вся нация, вся политическая нация, вне зависимости от этноса, заговорила на якутском языке. Нам нужно примерно 30 лет. Первый этап – это 5-10 лет. Мы будем формировать языковую среду. Во-первых, мы введем якутский язык обязательный для обучения в школах. Начиная с 1 класса все будут учиться на якутском языке. Все обучение будет проходить на государственном языке. Для этого нам понадобятся учебные программы, для этого нам понадобятся учебники, и для этого нам понадобится время для того, чтобы подготовить учителей, которые будут преподавать математику, историю, географию, биологию, химию на якутском языке, чтобы они в последующем обучали детей.
Потом нам нужно будет обязательно вводить якутский язык во все сферы. Ну, помимо образования, это медицина, это бизнес, это обязательно судебное производство, это наука и это администрация. Да? Обязательно для каждого государственного служащего для приема на работу будет знание якутского языка. И не просто знание, а умение читать, умение писать, умение коммуницировать. Да? Следующий этап, который тоже займет, наверное, около 10 лет, это второй этап. Это те дети, которые уже вырастет поколение, буквально, да, 5-10 лет предыдущее, вырастет поколение, которое с детского сада будет говорить на якутском языке. Это будут первые носители единственные, да, единственного языка, якутского языка. Они не должны будут знать, например, русский язык. Вот, так хорошо, как якутский. Вот. В городах тогда произойдет постепенный переход всех жителей на якутский язык. Русский останется как второй язык, но дело производства полностью все будет на якутском языке. Ну и последний, третий этап, он тоже займет какое-то время, может быть лет 30, может быть меньше. Вот. Якутский, этот этап для закрепления. Да? Якутский язык станет нормой в бизнесе, он станет нормой в международных отношениях, он станет нормой в медиа, в IT. На якутском языке будет создано полноценное цифровое пространство, будут созданы операционные системы, приложения, все сервисы, интернет будут на якутском языке. И тогда, в целом тогда, получается, через 30 лет произойдет полное восстановление языка как основного средства мышления и самоидентификации. Примерно там, через какое-то время после обретения независимости и после перехода, значит, после принятия такой реформы языка, мы уже тогда будем гордиться тем, что мы являемся саха, тем, что у нас своя культура, значит, свои традиции, свой язык, что у нас независимое, значит, государство, что в наших школах будут преподавать только на якутском языке историю саха, да, без всяких русских интерпретаций. Да. Уже через 15-20 лет появится поколение, для которого идентичность саха станет первичной, а русский язык станет лишь инструментом для международного общения. Например, к нам будут приезжать люди из Кыргызстана, из Казахстана, из Бурятии, из Тывы, из Башкортостана. И, конечно же, с ними мы будем говорить на русском языке. Вот. Таким образом, внутри государства, конечно же, якутский язык будет основным государственным. И таким образом, последовательно, грамотно мы должны будем выстроить нашу национальную языковую политику, да, для того, чтобы язык наш родной саха восстановил свои позиции полностью. Но я бы еще хотела сейчас сказать о том, что полностью от русского языка мы отказываться, по крайней мере, первые 10-20 лет мы не должны. Потому что перед нами в этом случае, если мы резко откажемся, перед нами станут неожиданные риски. Да? Какие риски? Да? Если мы полностью резко откажемся от русского языка? Ну, во-первых, если мы внезапно исключим русский язык из дела производства, то у нас вообще будет хаос в управлении, в экономике. У нас вообще везде будет хаос наступить, да, неожиданно. Большая часть бизнес-процессов, давайте мы это признаем, да, в республике Саха завязана на России. Российские компании работают на русском языке. Если переход к якутскому языку произойдет очень резко, то это затормозит экономику. Многие люди, особенно в городах, привыкли работать и думать на русском. Им потребуется время, и мы должны будем дать им это время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Более того, мы должны будем людей обучать якутскому языку. У нас должны быть бесплатные программы везде. Везде, в любых вузах. Какие-то курсы нужно будет обучающие открывать бесплатные. Для того, чтобы люди говорили и писали, научились говорить и писать на якутском языке. Вот это обязательно должно быть.
для того, чтобы мы не должны отказываться от русского языка, и еще и для того, чтобы не было социального напряжения. Мне кажется, что вот такой резкий переход на якутский язык ущемит права русскоязычных жителей республики. Да? Это может привести к внутреннему конфликту. Нам все-таки нужно будет избегать таких конфликтов. Мы должны мягко перейти, да? Не резко и не насильственно. Поэтому, да, переход должен быть щадящим, в общем, да, по крайней мере для тех русскоязычных, которые не говорят на якутском языке. Их нужно подталкивать к тому, чтобы они самостоятельно выбрали себе язык для обучения, якутский язык, вот, и самостоятельно его учили, чтобы они не чувствовали себя отрезанными от государства. Дальше у нас в первое время, конечно же, возникнет нехватка обучающей литературы, учебников у нас не будет. Вот, это тоже нужно будет в течение нескольких лет, подготовить все это. И учебники выпустить на якутском языке, и методики образования, да, образовательные, и подготовить же, как я уже говорила, учителей. Вот. Какие еще могут быть риски? Конечно, не очень хочется об этом говорить, но об этом говорить нужно, потому что мы должны знать, с чем мы можем столкнуться. Вообще реально смотреть на мир, на будущее, и для того, чтобы этих рисков избежать. Россия может воспринять наш отказ полный отказ от русского языка как враждебный шаг. История показывает, что Москва крайне болезненно реагирует на языковую политику в бывших республиках Советского Союза. Да? Давайте, Украина, страны Балтии, им все время угрожают, с ними все время ругаются, и ситуацию в этих странах все время пытаются дестабилизировать, не говоря уже о том, что сейчас происходит в Украине. Да? Возможно, со стороны России, поскольку если они примут нашу языковую политику новую как враждебную, последуют экономические санкции. Прекратятся поставки товаров, прекратятся поставки ресурсов, будут давить на нас через зависимость от их российской инфраструктуры, от транспорта, от энергосетей и так далее. Поэтому языковую политику нужно будет проводить очень аккуратно. Настойчиво, твердо стоять на своем, но аккуратно. Все делать изящно. И со всеми, конечно же, нужно будет уметь договариваться. Несмотря на то, что мы, конечно же, не любим Россию, мы знаем, что она с нами сделала, да. Мы не верим России, мы не верим ни российским, значит, политикам, которые сейчас находятся у власти, и в том числе мы не верим российской оппозиции, да, которая сейчас находится за рубежом. И тем не менее мы должны будем суметь с ними найти общий язык. Языковая политика в этом отношении один из инструментов, с помощью которого мы сможем с ними договориться. А еще, если мы с проведением такой с открытым отказом, полным отказом от русского языка еще пойдем на сближение с Западом, например, с нашими ближайшими соседями, это Китай, США, да, Монголия, Япония, это может привести к открытым угрозам со стороны, значит, Российской империи. Или к тому, что они называют гибридные методы. Да? Даже вот к дестабилизации ситуации вспоминаем то, что сейчас происходит в Северном Казахстане. Хотелось бы все-таки избежать таких страшных негативных последствий языковой политики. Наша цель – построить сильное, независимое государство с сильной национальной идентичностью, но без конфликтов. Поэтому лучше не делать полностью не отказываться от русского языка. Вот. Вместо этого можно сделать якутский единственным государственным, но русский язык сохранить как язык межнационального общения.
Госуправление и образование, ну, все структуры государственные, они будут на якутском языке, а в частном секторе, в частной жизни, в частных школах русский язык запрещен не будет. Постепенно можно развивать такие же альтернативные направления, английский язык или там, допустим, китайский язык, кто как захочет. Китайский обязательно нужно будет учить, изучать, вот. И обязательно, может быть, еще и ввести как второй иностранный или там третий иностранный тюркские языки, например, турецкий, да, почему нет? Или казахский, казахстанский, да. Тоже, мне кажется, прекрасное дополнение, да, к нашим будущим знаниям новым. Ну, а полное резкое вытеснение русского языка, оно не будет очень полезным, да, вот как я уже говорила. Лучше создать такую ситуацию, когда люди русскоязычные, те самые русские, этнические украинцы, может быть, да, кто у нас, этнические поляки, или вот те люди, которые у нас уже получили гражданство, получат гражданство, граждане Центральной Азии, чтобы они сами захотели учить якутский язык и говорить на якутском языке. Лучше создать, конечно же, такую ситуацию. И под конец я бы хотела сказать, что мы, Саха, у нас есть своя богатая культура, у нас есть своя богатая история, у нас есть свои традиции и свой собственный язык. Мы должны гордиться тем, что мы Саха. Мы должны гордиться тем, что мы умеем выживать в таких сложных условиях. Мы должны быть высокообразованной, высококультурной нацией. Для того, чтобы весь мир не смотрел на нас, как на дикарей, да, которые взяли и выгнали целый народ. Ну, я имею в виду русских. Чтобы никто не подумал на нас, что мы дикари. Мы должны быть культурными, образованными и проводить очень твердую, но и в то же время очень изящную политику. Для того, чтобы люди хотели, страны хотели с нами сотрудничать. Вот. Все будем делать аккуратно, все будем делать очень красиво. Пусть все у нас будет хорошо. На этом я бы хотела попрощаться с вами. Всем спасибо за внимание. Еще раз поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Спасибо вам большое. До свидания.